Ингушская классика на школьной сцене. Постановка по пьесе «Юдеер», пожалуй, одна из самых успешных у совсем юного театра «Браво». Сюжет, знакомый многим из учебников по родной литературе, оживает на сцене благодаря старшеклассникам. Молодые люди хотят пожениться, но им мешают предрассудки. Вдохновенно играть миниатюры Адам Боков начал около года назад. Тогда даже не думал, что будет участвовать в различных спектаклях. Но ему так понравилась идея, что он прошел кастинг. Теперь она местная звезда. Самые любимые постановки на ингушском. Так он лучше узнает культуру народа. Человек должен быть развитой творческой личностью. И театр, в свою очередь, дает нам возможность раскрыть свой тайный потенциал. Я восхищаюсь такими классиками, как Чехов, Гоголь, Джек Лондон, ну и так далее. И в общем хочется сказать, что театр способствует нравственному воспитанию личности человека. Место, где любой школьник может попробовать себя в разных ролях. От горянки из ингушского села до Алисы в «Стране чудес». Ребята вместе с педагогами продумывают декорации и костюмы к каждому спектаклю. Чеширский котик, куда мне идти? А куда тебе надо? Да мне уже все равно. Когда все равно, куда идти? Куда-нибудь, да хоть попасть. Репертуар у карабулакского «Браво» разнообразный. От постановок по пьесам ингушских мастеров до русских классиков. В театре дети занимаются в свободное от учебы время. Это помогает им отвлечься от занятий, но при этом просвещаться культурно, раскрывать свой творческий потенциал. Мне очень нравится ходить в театр после школы. Также я участвую во всех школьных постановках. Мне нравится чувствовать себя начинающей настоящей актрисой. Моя любимая постановка – это «Федориное горе». Почему? Ну, это там очень интересно, там всякие разные персонажи. Мне очень нравится то, что сначала Федора не любила посуду, она за ней не ухаживала, но потом она поняла то, что она осознала свою ошибку. Зрители от постановок тоже в восторге. Здесь они могут не только приятно провести время, но и лучше освоить произведения, которые они проходят на уроках литературы. Наше выступление, все декларации, костюмы были очень красиво подобраны. А самое главное, мне понравилась игра наших ребят. В дальнейшем я бы сама хотела участвовать в этом театре. Театры существовали в школах с давних времен. В Западной Европе со Средневековья, в России с 17-19 веков. Но проект «Школьный театр» начал действовать только в 2022 году. Театр «Браво» при 4-й школе Карабулака заработал в апреле прошлого года. Очень трудно. Дети переживают, руководители волнуются, не знают, с чего начать. Но мы нашли общий язык с детьми, с нашим руководителем. И начали отбирать детей. Провели кастинг. Детей было очень много желающих. Но актерами могут быть не все. Дети, которые мы отобрали, они с удовольствием работают в нашем театре. Весной, в мае месяце, мы выиграли приз театральный в Республике Ингушетия. Наш театр занял первое место, с дипломом приехал. К 2024 году в каждой российской школе планируется создать театры. Сейчас это движение насчитывает более 24 тысяч кружков по всей стране, 110 из которых открылись в ингушских образовательных организациях. Создание, открытие школьных театров в образовательных организациях является в первую очередь воспитанием уверенных в себе личностей, творчески активных. Проект «Школьные театры» является межведомственным. Он реализуется нами при взаимодействии с Министерством культуры Республики Ингушетия. И надо отметить, что реализуется он эффективно, потому что Министерство культуры активно предоставляет со своей стороны курсы для наших педагогов. Мы на совместном совещании, которое мы проводили не единожды в рамках реализации культурных проектов, не только школьных театров, мы договорились с Министерством культуры о том, что наши педагоги будут проходить переподготовку и повышение квалификации у актеров театра, кино. Сейчас юные театралы готовят новые постановки, оттачивают актерское мастерство, чтобы лучше вживаться в роли и находить еще больше отклик у зрителя. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.